мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Я нарадзіўся і вырас на Палесе. Гэта сапраўды цудоўны край. І яшчэ больш цудоўныя яго людзі-палешукі увайшлі ў маю свядомасць з таго часу, як я стаў помніць сябе. Я суткамі мёрз у акопах, а перад маімі вачамі стаяла маё гарачае Палессе. Я месяцамі валяўся ў шпіталях, у мяне ў галавах стаялі палешукі. Я пісаў раман пра вайну, яны стаялі за маімі плячамі, хвалюючы маё ўяўленне. І вось настаў дзень, калі я выразна адчуў: усё, больш не магу, трэба пісаць. Он мечтал стать художником и написать свои полотна яркими красками. Он стал художником уникального таланта и написал свои фрески яркими словами, красками. Умный, добрый, хороший человек, талантливый писатель Иван Мелиш. Пазнаёміліся мы з Іванам Мележам у першы пасляваенны год. Ён працаваў тады літаратурным супрацоўнікам у часопісе «Полымя» і займаўся ў аспірантуры ва ўніверсітэце. Я вучыўся ва ўніверсітэце і жыў у драўляным бараку, які стаяў амаль што ў цэнтры універсітэцкага гарадка. Мы часта прыходзілі з ім да мяне ў маю пустэльніцкую келлю, дзе ён чытаў мне свае апавяданні. Мяне тады трошкі здзівіла нават, што ён, які працаваў у рэдакцыі, чамусьці пісаў свае апавяданні ў тонкіх вучнёўскіх сшытках. Шчыра кажучы, я запомніў яго імя яшчэ з даваенных публікацый. Да вайны ён апублікаваў некалькі вершаў у газеце «Чырвоная змена», і самы першы яго верш я запомніў па прозвішчы Іван Мелеш, Ша, апошняя літара. Я ў яго спытаўся пасля, ён мне, усміхаючыся, адказаў: пачынаючаму трэба разборчыва пісаць літары ў сваіх прозвішчах. Саюз наш пісьменнікаў накіраваў нас у 57-м годзе адкрываць у Ялце помнік Максіму Богдановичу. У тыя дні я, можа, упершыню і апошні раз у жыцці бачыў Івана незвычным. У яго быў нейкі прыўзняты настрой, ён спяваў, часта спяваў вельмі песню, якая тады толькі з'явілася, «Падмаскоўныя вечары».
У яго быў даволі прыемны голас. Пасля таго ў жыцці я ніколі не бачыў і не чуў, каб ён спяваў што-небудзь. І каб быў у яго такі вясёлы прыўзняты настрой. Наогул Іван, калі гаварыць шчыра, быў вельмі стрыманы. Стрыманы і нават не гаваркі. Вот у час таго знаёмства нашага ён кінуў працу ў часопісе «Полымя», пакінуў аспірантуру, пакінуў выкладчыцкую працу ва ўніверсітэце і пакінуў высокую пасаду ў ЦК, на якую цяпер пашлі б нашы многія пісьменнікі. Дарэчы, з той пасады на маёй памяці да вайны ў літаратуру ішлі зялёнай вуліцай людзі. Вот такі быў Іван. І ён сеў на сваю працу, на свой заробак. Я помню, калі ён закончыў раман «Мінскі напрамак» і пайшоў да аднаго з выдаўцоў нашых, Іван мне расказваў, прыйшоўшы ад яго, як той выдавец, адвярнуўшыся спінай да яго і гледзячы, разглядваючы на сцяне геаграфічную карту, сказаў яму: «А я не збіраюся выдаваць ваш раман». Можаце сабе ўявіць, якое гэта ўражанне зрабіла на Івана, у якога была вельмі чулая душа, як у кожнага таленавітага аўтара. Перед самой сдачей рукописи первой части трилогии «Полесская хроника» в типографию он все еще не мог определиться с названием. Он колебался, сомневался и вдруг на титульном листе написал «Люди на болоте». И этим самым вписал свое имя навсегда в историю не только белорусской, советской литературы, но и европейской. За создание первой и второй части трилогии «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» он будет удостоен звания лауреата Ленинской премии. Он станет народным писателем Беларуси и лауреатом Государственной и литературной премии БССР. Его книгами будут зачитываться на бескрайних просторах нашей некогда великой Родины. Они будут экранизированы, по ним будут поставлены спектакли в театрах и на телевидении. Его книгу назовут и называют великой книгой белорусов. Но все это будет потом, точнее, было потом. А сначала была деревня Глинище на Гомельщине, где он родился 8 февраля 1921 года в бедной крестьянской семье. Полуголодное детство, тяжелый труд с малых лет, но все, что было вокруг него, его родное Полесье, его деревни, люди, соседи, природа, которая то умирала, то оживала, необычная речь, песни, традиции, все западало в душу, все копилось в этой душе, и когда придет этот момент, и когда он скажет эту знаменитую фразу «все, больше не могу, надо писать», все, что накопилось в душе, выльется на страницах его книг. Это и история его народа, это и горе, и счастье, и любовь его народа, и любовь к его народу и к своей земле.
1938 году он закончит школу, кстати, с отличием, десятилетку, а в 1939 году поступит в Московский институт истории, философии и литературы. С первого курса его призовут в армию, служить он будет и в Бессарабии, и в Буковине, а войну встретит на Украине. В 1941 году, в декабре, его очень тяжело ранит, ему будет грозить ампутация правой руки, но все обойдется. Потом он будет лечиться на Кавказе, найдет на станции Сходни, а это под Москвой Белорусский государственный университет, и вместе с ним вернется в 1944-м в Белоруссию, в 1945-м закончит филологический факультет, потом аспирантуру, будет работать в журнале «Полыми» и преподавать в Белорусском государственном университете литературу. Но где бы он ни работал, с кем бы он ни встречался, после него, после этих встреч, бесед, разговоров, контактов, всегда осталось удивительное чувство. Чувство прикосновения к чему-то большому, светлому и настоящему. И люди именно таким его запомнили. А запомнилось все, что связано с этим прекрасным человеком. Любой режиссер, приступая к работе над литературной основой или над пьесой, над сценарием, прежде всего ищет внутреннюю психологическую стыковку с этим материалом, пытается понять внутренний мир автора, пытается понять, что хотел на данной литературной основе рассказать современнику автор. В романе Ивана Мележа, когда мы начали инсценировку, была проблема. Роман автор не успел закончить. Мы попытались максимум вынуть боли Мележа и понимание, и предвидение. Неважно, это действие происходит в деревне, в городе или где. Важно, что конфликт, который существует в природе между человеком и каким-то... вот есть решение, и есть живой человек. И это не всегда стыковывается. Нету стыковки вот этой. Поэтому актуальность этого конфликта, наверное, будет существовать в любое время. Работая над данным материалом, растешь сам. И Мележ в этом отношении помогал мне увиденное осмыслить просто на современном этапе. И то есть понимая того, что как бы ни складывались жизненные обстоятельства, как бы не существовали давление всевозможное. Нужно оставаться самим собой. Чем обаятельны люди, персонажи, которые существуют, вот персонаж, который играет Овсянников Геннадий, или персонаж, который играет Гарбук, тем, что они не предают себя. Это, наверное, вот это качество человеческое, не предать себя, наверное, этому и учит Мележ. Ішоў 1929 год. На самом разыходзе восені і зімы неба раптам прыпыніўся адвечны рух прыроды. Восень адышла, а зіма не бралася як след. Пад гаворкамі, пад звыклымі заняткамі жыло ў глінішчах вялікае, непамернае хваляванне. Во время войны в Ростове
он прочитал роман Михаила Шолохова «Тихий дон». Эта книга потрясла его, и он назвал ее самой главной книгой всей своей жизни. Но до этого была другая книга Максима Горецкого «Комаровская хроника», исторический календарь бытовой жизни одного белорусского села. Книга Горецкого была предтечей его трилогии «Полесская хроника», а книга Шолохова – толчком для создания этой трилогии. Он приступил к созданию трилогии в 1956 году. Он очень сомневался. Он вообще был человеком, сомневающимся в самом хорошем смысле этого слова, но все получилось. Слово заиграло, заискрилось, проникло в душу, в сердце. Самое главное, осталось в сознании, в памяти и надолго, навсегда. И если бы он написал только одну часть трилогии «Люди на болоте», в этом случае он остался в истории литературы как писатель уникального таланта и таланта до конца не раскрытого. Мелеш был человек выдатный, вельми деликатный человек. По деликатности можно сказать, что он был выключный. Мое знакомство с Мелешем началось с того, что я написал один артикул про его творчесть. Тогда, когда его «Полесская хроника», это «Люди на болоте» и «Подых на вольнице», два романа, объединенные одними героями, вылучалась эта «Полесская хроника» на Ленинскую премию. Этот артикул я прочитал по радио. Натурально, что я говорю про его про письменника выдатного, потому что «Полесская хроника» – это, справді, выдатный твор у белорусской литературы. Это было новое открытие белорусского Полесья. Открытие белорусского Полесья вбаченного вачима не сбоку, як, допустим, писал Колос про Полесья у своей трилогии «На розстанях». Так само добре написано, але написано сбоку заезжего наставника. А тут написано Полешуком про Полесья и написано так, что живые люди. Разумеете, у Мелеша, як письменника, была такая здольность, что он своих героев отчувал як живых людей. Этих артикулов я потом зробив книгу. И она называется «Верность призванию». Это мається на увазі верность Мелеша письменницкому призванию. Я уже говорил, что Мелеш своих героев воспринимал як живых людей. Ему треба были, чтобы эти люди выглядали во всем сапраўднымі. И что Мелеш зробив? Вот он отчув, что когда его герои говорят агульнолитературной мовой, это в диалогах, там, где слово непосредственно герою дается. И они говорят агульнолитературной мовой, то они трошки бы не такие, не сапраўдныя, трошки, ну, не то, что живый Поляшук. Так он что зробив? Он дал магчымасць героям широко выкарыстоўваць палескі диалект. И он вельми широко это ввел. Потом и другие письменники стали так робить. А это был, по сутности, великий прорыв литературы. Потому что у нас же все лечиляет диалектное слово, это оно шкодит и так далее, засмечивая мову. А на самой справе сапраўдная мова, это та мова, яка в живых диалектах існує. Одним словом, он и тут добивался, как все было натурально. И погляд героя, и вопратка, и, значит, постава, ну и сама мова. Вот такая справа.
большой, красивый человек, и красота у него была особенная, добрая и мужественная. Взгляд добрых, мудрых глаз, обаятельная улыбка. Ему жить бы да жить, но ведь все возвращается в нашей жизни, и хорошее, и плохое, но чаще почему-то плохое. Полуголодное детство, тяжелое ранение, неизлечимая болезнь. Иван Павлович Мелиш умер в 1976 году. Все смывается рекой времени, ее водами, и казалось то, что должно быть вечным. И слава, и величие, и любовь, и ненависть, все уходит в черный омут небытия. Нет, не все. То, что передается от души к душе, то, что передается через кровь, через сердце, чувства, от поколения к поколению, это вечное, оно не исчезает. Он однажды написал про себя такие слова. «Адломали галину, на якой полна зеленых яблоков. Я, як гэтая галина, полна во мне задум, якие пропадут со мной». Нет, не пропали, не пропали, потому что он написал и другие слова посвящения на первой книге трилогии «Полесская хроника» отцу, матери, родной земле. А ведь это вечное. Все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали, не поднять